точки зрения экономического развития демография играет важную роль, но не такую важную, как это было раньше, допустим, во времена промышленной революции. Мы хорошо знаем, что в 1978 году Китай лидировал по количеству населения, но это не сделало его самой передовой страной мира. Развитию экономики помогла политика реформ и открытость. Благодаря ей за 40 лет подушевой показатель ВВП вырос в 61 раз. Сейчас самым важным также является проведение эффективной политики, учитывающей специфику страны и ее конкурентные преимущества. Китай остается самым крупным потребительским рынком, так как к категории среднего класса относится примерно 400 миллионов его жителей. Важно то, что стремительно растет уровень образования в стране, и правительство всячески этому содействует. В новой ситуации Китай будет продолжать с еще большей открытостью работать с внешним миром, расширяя свой рынок. За счет этого, за счет институциональных реформ и повышения уровня образования, страна вполне может выполнить задачу по социалистической модернизации, которые были заложены в документах 20-го съезда КПК.